Да, Қайырлы күн, қымбатты әріптестер. Бүгін журнал клубының онлайн сессиясында Астана медицина университетінің неонатология кафедрасының резиденті Сабитова Анжелика Мергенна өте төмен салмақтағы жаңа туған нәрестелерде некротикалық энтероколиттің дамуын болдырмау үшін энтеральды тамақтану көлемін баяу өсіру атты мақаласын талқылайды. Дорогие коллеги, сегодня на онлайн-сессии журнального клуба резидент-неонатолог кафедры неонатологии медицинского университета Астана Сабитова Анжелика Мергенна обсудит статью «Медленное увеличение объема энтерального питания для предотвращения развития НЕК у новорожденных с очень низкой массой тела при рождении». Анжелика, баста берсеңіз болады. Здравствуйте, дорогие коллеги. Сегодня я хочу рассказать про статью, где рассматривается вопрос о медленном увеличении объема энтерального питания у новорожденных с очень низкой массой недоношенных по сравнению с большим увеличением объема. Следующий слайд. Гохар. Минуту у меня тут зависло. Вам видно, да? Да. Следующий слайд. Ага. Давайте остановимся об авторах данной статьи. Сэм Джордж Оди является одним из авторов этой статьи. Он является врачом-неонатологом Брэдфордского университета, Брэдфордского госпиталя. Он является национальным клиническим руководителем программы неонатального аудита и активно участвует в научных исследованиях, которые публикуются в кохрейнских исследованиях. Также он возглавляет исследовательскую группу по педиатрии и неонатологии фонда. Является почетным профессором медицинской школы Халл-Йорка. Следующий слайд. Остановимся на журнале, где я брала эту статью. Это Кохрейнская библиотека. Является онлайн-коллекцией из 6 баз данных, которые содержат различные типы независимых доказательств высокого качества для информирования решений в здравоохранении. И 7 базы данных, представляющие сведения о кохрейновских группах. Кохрейнская библиотека включает в себя Кохрейновскую базу данных систематических обзоров, Кохрейновский центральный реестр контролируемых испытаний, Кохрейновские клинические ответы, а также функцию объединенного поиска, который включает результаты из внешних баз данных. Главным редактором является Карла Суарес Вайзер. Она является доктором философских наук в области доказательной медицины. Импакт-фактор журнала 12. Аннотация статей учитывается и базируется в различных научных баз данных, как Medline, Embase, Scopus и так далее. Так, следующий слайд. Актуальность. У глубоко недоношенных, родившихся более чем на 8 недель раньше срока, или новорожденных с очень низкой массой тела при рождении менее 1500 грамм, постепенно повышается риск развития расстройства кишечника, как нам известно, некротизирующий энтероколит. Считается, что одним из способов предотвращения этого состояния может быть ограничение объема молочных кормлений, которые дети получают каждый день в течение первых нескольких недель после рождения. Этот вопрос мы далее будем обсуждать. Остановимся на введении данной статьи.
нам указывается вопрос обзора. Приводит ли ограничение скорости увеличения объема молочных кормлений, которые ежедневно получают младенцы с очень низкой массой тела при рождении, в первых нескольких недель после рождения, к снижению риска серьезных проблем со стороны кишечника. Далее введение описывается цель данного исследования. Это определить влияние медленных темпов введения энтерального питания на риск НЭК, смертности и других заболеваний у глубоко недоношенных или очень Так, предыдущий слайд, Кохар. Также в введении описываются методы поиска. Они, получается, выполнили поиск в Central, Bovit Midline, BMBase, различных базах данных клинических испытаний на предмет соответствующих испытаний. Далее Каухар, 7-й слайд, можно? Критерии отбора, получается, они включили рандомизированные и квазирандомизированные контролируемые исследования, в которых оценивалось влияние медленного до 24 мл на килограмм в день по сравнению с более быстрым темпом увеличения объемов энтерального питания на риск НЭК у глубоко недоношенных или детей с очень низкой массой тела. Следующий слайд. Так, здесь я хочу отметить, получается, до этого слайд, Каухар. Здесь я хочу отметить плюсы и минусы, которые я как бы проанализировала данную статью и именно во введении. Введение очень кратко содержательное, указана четкая цель, также сформулирован основной вопрос, на который необходимо ответить в ходе исследования. То есть, прочитав введение, можно кратко познакомиться, о чем статья и насколько она интересна. Минусы я хочу выделить, что не раскрыта актуальность данной темы. Как мы знаем, НЭК именно в неонатологии, в интенсивной терапии, она как бы очень часто встречается. Я думаю, на сегодняшний день она очень актуальна. Но при описании в данной статье актуальность не раскрыта и не раскрыта новизна данного исследования. Так, остановимся на резюме результатов. Пациент или группа — это были очень недоношенные или с очень низкой массой тела при рождении новорожденные. Так, учреждения — это неонатальное отделение в Северной Америке, Колумбии, Бангладеш, Иране, Индии и Великобритании, Южной Африке. Здесь также необходимо отметить, что страны, в которых были проведены исследования, они как бы из разных групп, то есть есть очень развитые страны, есть страны со средним и низким уровнем жизни и так далее. Это тоже может как бы влиять на результаты. Вмешательство, медленные темпы продвижения энтерального питания и сравнение с более высокими темпами продвижения энтерального питания. Так, метод и материал исследования. То есть проведен поиск рандомизированных контролируемых исследований, в которых сравнивались медленные и более быстрые темпы увеличения объема молочных кормлений. Было включено 14 исследований с участием 4033 младенцев общей сложности. В одном большом исследовании 2804 младенца. Данный поиск актуален по состоянию на октябрь 2020 года.
Уважаемые коллеги, можете звук отключить ваш? Критериями включения являются новорожденные, находящиеся на энтеральном вскармливании, у которых наблюдалась высокая степень недоношенности, менее 32 недель, или очень низкая масса тела при рождении, менее 1500 граммов. Так, вмешательство– это расширение энтерального питания не более чем на 24 миллилитра килограмм в день по сравнению с более быстрыми темпами расширения питания. Все младенцы должны были получать один и тот же тип молока, и в обеих группах расширение объема питания должно было начаться в течение 5 дней после введения энтерального питания. Здесь также я проанализировала и хочу выделить плюсы и минусы. Плюсы– это то, что это систематический обзор и метаанализ. В 14 включенных испытаниях приняли участие в общей сложности 4033 младенца. Все 14 включенных испытаний сообщили о подтверждении НЭК рентгенологически или во время операции, или при вскрытии. И также поиск клинических испытаний был осуществлен в крупнейших базах данных биомедицинской информации. Что касается минусов, то метаанализы показали, что медленное увеличение объемов энтерального питания, вероятно, оказывает незначительное влияние или не оказывает никакого влияния на риск НЭК. Эти доказательства являются средней степени достоверности. То есть 100% утверждать, что это верно, мы также не можем, поэтому я выделила это как минус. Второе. В странах с высоким уровнем дохода отдают предпочтение к позднему внедрению энтерального питания, в отличие от стран с низким и средним уровнем дохода, где меньше ресурсов для ухода за новорожденными. Поэтому в связи с этим данные могут искажаться. Как я уже ранее говорила, здесь в исследовании участвовали различные страны с различным уровнем жизни, поэтому данные могут искажаться. Также я хочу выделить, что нигде как бы не указаны критерии исключения. Просто указывается, что были побочные эффекты раннего внедрения или же медленного внедрения кормления энтерального, но никак не указываются нигде критерии исключения. Следующий слайд. Так, результаты. Увеличение объемов энтерального питания с низкой скоростью, вероятно, не снижает риск некротизирующего энтероколита, смерти или непереносимости питания у очень недоношенных или очень маловесных младенцев, включая крайне недоношенных или крайне маловесных младенцев. Так, увеличение объема энтерального питания с более высокой скоростью от 30 до 40 мл на килограмм в день сокращает на несколько дней время, необходимое для восстановления веса при рождении и установления полного энтерального питания, и может немного снизить риск поздней инвазивной инфекции. Но, к сожалению, эти доказательства являются низкой степени определенности. Далее. Тут у нас они выделили таблицу и как бы сравнили более высокие темпы продвижения энтерального питания и медленные темпы. Как здесь указано, тут получается НЭК, который был подтвержден перед выпиской из больницы, при более высоких темпах 54 на 1000 новорожденных, при медленных темпах 57. Как бы особой разницы между этими показателями нет. Смертность до выписки из больницы при более высоких темпах 71 на 1000 новорожденных, при медленных темпах 80 на 1000 новорожденных. Тут немножко разница есть. Так, непереносимость центрального питания при более высоких темпах 282 на 1000 новорожденных, при медленных темпах 333 на 1000 новорожденных. Тут тоже немножко разница есть. И инвазивная инфекция тоже немаловажный фактор, когда идет, допустим, медленное продвижение энтерального питания, и как бы инвазивная инфекция, она все-таки риск повышается, поэтому здесь прямо указано, что 194 на 1000 новорожденных случаев, то есть здесь при медленных темпах улучшения, то есть внедрения энтерального питания, тут больше риска, поскольку как бы продлевается время парентерального питания. Следующее.
Резюмируя все вышесказанное, я хочу остановиться на выводах. Я здесь стрелками указала, что эти выводы как бы являются следствием, одно является следствием предыдущего. Первый вывод – это секреция моторика желудочно-кишечных гормонов стимулируется молочным питанием. Медленное увеличение объема энтерального питания может задержать функциональную адаптацию желудочно-кишечного тракта и нарушить закономерности микробной колонизации. От этого следует, что нарушение моторики кишечника и дисбактериоз могут усугубить непереносимость энтерального питания и задержать установление энтерального питания независимо от парентерального питания. И от этого следует третий вывод, что продление продолжительности парентерального питания связано с инфекционными и метаболическими осложнениями, которые увеличивают смертность и заболеваемость, продлевают пребывание в больнице и отрицательно влияют на рост и развитие. Спасибо за внимание. Вы можете задать вопросы, касающиеся статьи, если у вас они есть. Рахмет, Анжелика. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Уважаемые коллеги, можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте. В статье только про темп наращивания говорится, да, что там какое молоко используется, грудное или адаптированные смеси какие-нибудь, или факторы риска, такое ничего не пишется? Только темп наращивания здесь, да? Здесь я, получается, прочитала, что единственное, что они указывают в группах, к которым они сравнивали, один тип молока. То есть это может быть или смесь у всей группы, сравниваемой группы, или грудное молоко. А так конкретно они ничего не указывают. Ясно. Спасибо за вопрос. Коллеги, можете задавать, если есть у вас вопросы. Здравствуйте. Извините, я немножко поздно подключилась. Вот в резюме медленное увеличение привело к предотвращению развития НЭКа? Медленное увеличение, оно не привело, даже как бы, знаете, оно как увеличивает, если сравнивать более быстрый темп и медленный темп, то оно увеличивает риск инвазивной инфекции, это во-первых, и во-вторых, увеличивает непереносимость питания. А так, в сравнении в двух группах, никакой разницы, не сказать, что оно снижает риск некротизирующей энтероколита при медленном продвижении. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо. Очень интересный доклад. Спасибо. Спасибо большое. Если нет вопросов, мы закончим онлайн-журнальный клуб, этот наш доклад. Анжелика, спасибо вам большое. Коллеги, увидимся на следующей неделе. Спасибо, очень интересно было. Спасибо, Анжелика.